не знаю, просто тоже мы едем. День добрый. Мы едем, выехали с Бжег-Дольный, да? Да, мы увидели еще один городок Польши. Случайно, как всегда. Пожили там 3 дня, заплатили там, получается, 30 злотых за человека в день, то есть 60 злотых за нас двоих. И за 3 дня это вышло 180 злотых, ну где-то 20 тысяч тенге, нормально. Ну да, учитывая какой был хостел, я показывала на видео, это нормальная цена. То есть мы сами там все убирали. Что такое? Почему мир моргает? Или ты свет не включил? Я свет, у меня габаритки, кстати, надо стегнуться. Кстати, еще мы даже не сделали, да? Ближний свет. Да. Теперь я не знаю, ближний свет. Вот, друзья, мы смотрим все, смотрим, экспериментируем, изучаем. То есть пришли к выводу, что это не наше. Ну, то есть, как бы, больше, наверное, у нас путешествие получается, как мы и хотели. Примерно сначала. Просто мы хотели посмотреть. А то есть, Да, надо посмотреться. Сейчас. В общем, мы, получается, приехали с этого Зеленой Гуры. Да, пару дней назад. Когда 3 дня назад, да, или даже 4 дня назад. Мы сейчас думаем заезжать во Вроцлав или нет, потому что Вроцлав по пути. Да. И посмотреть там, как бы, фактически, если так разобраться, вот сейчас уже скоро трасса недалеко, после, можно, так как мы рядом, но после Мадрида, так сказать, после Парижа, После, как сказать, Европы, да, Южной Европы, да, как-то Европы. чему-то удивляться, или даже, в Варшаву, в принципе, даже не особо, так сказать, прямо нужно, или есть желание прямо ехать. Это что, мы едем во Вроцлав? Ну давай заедем. Ну тогда едем во Вроцлав, дорогие друзья. Вот, и вот, вкратце, что там, мы посмотрели вчера химзавод, БПЦЦ, кто не знает, вот мы посмотрели, посмотрели, за химзавод, не сказать, что прям пипец много платят, это тоже, я думаю, неправильно. Да. Хотя должны платить. Поэтому многие люди стремятся к 12-часовой работе сами же, потому что там побольше выходит со ставкой 19 злотых, где-то 19,50, выходит около 5000 злотых с 12-часовой рабочей часами. Но оттуда отнимается жилье 400 примерно злотых в месяц. И за одежду, если в одежду, там медосмотр. То есть где-то на руки около 4, наверное, попадает чистыми злотых. Вот так. И это на тяжелой работе. То есть это на таких работах, где 12 часов надо стоять, работать и 2 дня выходных. Украинцам, которых мы вчера встретили, женщины, они вообще сказали, мы получали в самом начале 18, так как у нас что-то стаж, теперь за нас больше налогов, они вообще 16 получают, это вообще гроши. Да, у них уменьшается. Если они там получают, там туда-сюда будут получать, у них там, тратить на еду, на жилье, на все такое, у них там максимум будет 10 000 злотых оставаться, то это хорошо. И как, что отправлять типа своим родственникам, да и вообще они говорят, да зачем, мы лучше типа в Украину чуть ли не поедем. Да, мы встретили, да, вчера женщин, да, тоже нам рассказали свой опыт. То есть встречаем людей, они рассказывают свой опыт, мы рассказываем свой. Свои, да, прям свои. Проблемы, которые Делимся. Невозможно даже не то, что делиться, а невозможно им держать в своей душе. И они вот да, говорят. Они рассказывают, да. То есть мы выслушиваем, там, тоже, да, как бы помогаем, там, советами, словами. То есть что мы можем от себя? Да. Даже добрым словом говорят. Наш новый друг, так сказать, из Казахстана, он вообще говорит, сабр болындар, сабр сахтандар. Да, кстати, да, так получилось интересно, что у нас история повторилась, как с Никитой. Да, с Беларуси. Мы его до
довезли, так Как сказать. раз таки с Вроцлава тоже в Нидерланды. Да. Да, а сейчас получилось так, что мы довезли нашего, ну так, соотечественника, не будем, да, по именам говорить, Да. парня с Зеленой Горы до Бжек-Дольный на работу. Ему все понравилось. Аллаха шукр, тауба. Ну, то есть жилье, сосед, там 2 места у них там получается, 2 человека. И работа. Ну, у него тоже свои, как говорится, планы. Планы у нас у всех расходятся на будущее. Так, да, подвезли, можно сказать, уже 2-го человека Да? до Так что точки да. назначения. Ладно, пусть бережет Бог Микиту. Вот, ну вот мы уже про Микиту рассказали, да? Ну вот просто на нового человечка, так сказать. Все хорошие, у всех свои нюансы, Да. от всех пользу получили, душевную, от Микиты там знания, даже в этой же машине. Ну, молодцы. Ребята просто молодцы. Живчики выживают ну и в любой сфере они уже работали. Опыт у них большой, богатый. Несмотря на их возраста, да. Да, начитанные ребята, молодцы. Начитанные ребята вообще, ну, прям, я не знаю, восхищаюсь, молодцы просто. Чисто лично меня нормально. Да. Много чего полезного, даже я для себя вообще просто узнаю. Это рахмет, им рахмет, Аллаха рахмет. Вот. Как говорил наш в мире людей, да? Кого еще, да? Да, ну, то есть, да, хорошие люди встречаются, Аллах шукр, да? Ну да, Аллах шукр. Да. Что встречаются такие хорошие люди, хотела сказать. Ну да. Так что... И то, что мы помогаем кому-то, это тоже, можно сказать, нам приятно, радость. То, что мы Ради что ради милости получается у нас, да, Всевышнего, помогать. Да. Вот еще какой-то, наверное, Да. заводик я вот покажу. Ну, это долина, получается, вот, видимо, такая вот, заводики маленькие. Вот. Наверное. Да. Люди приезжают, Да. привозят людей, заводы, что-то мы, прям от завода. Вон на той стороне какие-то заводы, везде заводы. Кого-то что-то устраивает, а мы, вот, как нам в комментарии уже написали, Адашада, Уршада, сейчас работайте, пока возможно, туда-сюда. Спасибо, конечно, Да, за советы, спасибо. возможно, его сожжение Мустар Болмайт, где в комментариях был, Да. Шумахер, вон, завод какой-то. Шумахер, да. Это ближе к Германии, что ли? Или как? Или Нет, просто? мы в Зеленую Гору ближе к Германии вообще подвезли. А здесь это... Ну, слава Аллаху, дороги, блин, здесь вообще то есть вообще прям Можно хорошие, кататься? да. В Казахстане, извините меня. Ну, если мы 1000 километров за один день проехали, Да, там как говорите. все. Это попробуйте у нас в Казахстане 1000 километров за один Да, день. мы реально, там максимум не целые сутки, а всего вот 10 часов. 10 часов. И это 140. при том, что была гроза, и при том, что мы час стояли в пробке. Да, примерно. останавливались, да. Где-то 10 часов, где-то, да, выехали в обед и приехали. В Под обед, ну утро. где-то 11-12 часов мы ехали. Под утро приехали. Да, 4. потому что мы, да, стояли, останавливались, пробки стояли, очень большая, длинная пробка была. На очень большой дороге все равно пробки даже бывают, да, широкие. Автобаны немецкие, это прям вообще понравились. Как Микита говорит, после 7 часов, он любитель этих всех блогеров, там вообще нету ограничения, хоть 300, хоть 400, хоть 500 км в час, если машина что выжмет, можно развивать. Поэтому многие блогеры едут с итальянскими машинами Bugatti Veyron. 400 метров на перекрестке с круговым движением сверните на 3-й выезд. Приезжает и развивает максимально, выжимает со всех Феррари, с Ламборджини со своих. Потому что везде в Европе ограничения, да, по всему миру, и большие штрафы. Вот у меня уже у самого штрафы, я не знаю, как сейчас не Да, кстати, наклепали кассом. Что-то, да, сам не знаю, как. Один штраф нам наш брат в Австрии, да? Да, в Австрии. Тоже Да, помог. Да. Нам сказал, что он оплатит этот штраф. Аллах шукр.
Тоже хороший человек. Хороший человек, он прям, мы там Да. радостные такие. Но, Да, нет, не мусульман радостные волна. вообще, то, что он мне, знаешь, Став, я ему говорю, не, дай я сам, не. Он там, короче, чуть не накормил. Наш там, брат мусульманин, да, Да. помог нам. Аллах шукр. Ага, То есть молодец вообще. Аллах поможет ему тоже. И, короче, да. Так что Вот так вот. возможности люди, помогайте друг другу. Кто, как, независимо даже от религии и тому подобное. Все мы, надо стремиться к хорошему. Да. Все. Ну, верить в единого Аллаха, единого Бога, Господа нашего, миров всех. И, да, помогать больше в добро верить. Да, ну при этом, конечно, больше читать. Больше люди читайте правильные источники. Потому что все и так-то понятно. Все истории, все века, все основано на основе религии. Это самое основное. Это все, это, так сказать, на духовности. Это самое основное. Все. Мы порой сами, у каждого точно в жизни происходили такие вещи, хоть с детства, хоть это, которые он не мог объяснить вообще никак, никакими нюансами. Все мы не агностики, все мы не ученые, все мы фактически верим в душе, что в что-то есть и что-то происходит, и непонятно. И стремимся к истине. Так что, Яблони. уж поверьте. Ох, яблони. Есть все. Все, что пишется, все не просто так. Полностью Ну вот. согласна. Да. Да, в Европе вот такие вот Лерой Мерлин, это магазин, да, вроде? Да, он везде же. Помнишь? Красавица. Это даже мебель. Ой, я, наверное, Ой, сейчас переодену, что жарко, да? Сегодня Вот, 30 чем-то так градусов. что, да, пробка, да, градусов. Может, не яблочки собрать быстренько. Тут все классно, везде вот А как ты? растут яблони, ежевика. Нет, ты там не достанешь. Не достану, но Да. вообще классно, говорю, да? Ну Потому да. что, короче, Сами по аж себе. холмайсно. Еще они пахнут, смотри, отсюда прям. Прям пахнет, прикинь, Да. прямо отсюда. Прямо вот смотрите расстояние, друзья, вот отсюда до сюда, и мы чувствуем Чё себе, запах яблок. яблок, да, честно, прям, да, я в шоке, блин, остановись. Вот расстояние вот где-то 3 метра, наверное, да? Ты не достанешь или достанешь, а? Вот посмотри. Достанешь? Нет, там, Да. вон там прыгать надо. А? Вот посмотри, присмотри. Ну, пахнет классно, конечно. Нет, что, остановиться? Нет, я не достану, но ты где остановишь? Вот прямо здесь. Ой, здесь. Прямо здесь. А? Я не знаю даже. Пока стоим. Ну, давай. В общем, мы решили остановиться и собрать яблок. Ну, это ранетки. Ну, красота. Сейчас. Пока. Там все равно пробка. Да. Ну, Друзья, пока мы будем собирать следующее видео. Покажем, сколько собрали. До следующего видео.